Cutting me up like a knife and I feel it deep in my bones. Kicking a habit I love even harder. You wanna know. Всем приветики, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у нас мейкап туториал с палеточкой новой от Anastasia Beverly Hills Soft Glam. В принципе, она в главной роли, да, эта палеточка в главной роли. Но я подумала, используя этот момент, я буду делать еще ревью, отзыв на другие вещи тоже, потому что, в принципе, это весь туториал будет с новыми вещами. Точнее, с новой косметикой. Я буду использовать новую тональную основу от Marc Jacobs Shameless. Правда, я еще не купила, но я взяла сэмпл, как бы попробовать, чтобы посмотреть, если мне нужно потом купить. Попробуем на моей коже. Третье, я буду использовать эту палеточку Anastasia Beverly Hills. В принципе, тоже новые мои косметички. Будем пробовать ее тоже. А еще мы будем использовать палеточку, контурную палеточку от Tarte, которая называется Princess Avenue. Вот, в принципе, очень много вещей, которые я давно хотела попробовать на туториал и показать вам, нравится мне или не нравится, вообще, как оно вообще смотрится. Так что да, ждите, будем смотреть, как оно вообще смотрится. Перед тем, как приступим, хочу вам напомнить, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь сейчас, а потом поставьте лайк, а потом оставьте комментарий. В общем, сделайте, пожалуйста, хотя бы 2 из этих. Ну, подписаться точно нужно. В общем, оставайтесь со мной. Давайте приступим к туториалу. Итак, что я буду в первую очередь наносить? Мне кажется, буду наносить я сегодня это Becca. Becca называется Brightening Eye Corrector. Такой розоватенький цвет. Это хорошо для под глазами, чтобы осветлить. Я буду наносить ее перед тональной основой. Наношу немножечко только пальцем. И самые углы под глазами. Это просто идеально для черных кругов. Так, для тональной основы я буду использовать сегодня новую тональную основу от Marc Jacobs, называется Shameless. Правда, я еще не купила тональную основу саму, потому что я подумала, мне нужно вначале попробовать, посмотреть, если она мне пойдет, потом уже купить. Так что я взяла у себя на работе немножечко сэмпл такой. Если вы живете в United States и живете в Штатах, вы знаете, что можно пойти в Sephora и взять сэмпл, чтобы попробовать вначале, потом уже купить. Так что вот, я тоже так сделала, потому что не хочу, как говорится, все-таки это мой магазин, не хочу использовать, потом не понравится, потом вернуть, потом мы будем в минусе, так что сэмпл самое то. Тональная основа не плотного покрытия, она более такого medium, то есть не слишком покрывает, но смотрится натурально, но достаточно покроет, что красота уйдет, но не слишком. Наношу, получается, спонжем, чтобы дать нормальное плотное покрытие. Как вы видите, она не прям плотного покрытия, но в то же время дает достаточно покрытия, что смотрится натуральным, поэтому можно видеть все еще немножечко такие места, там, где у меня веснушки, можно сказать, типа веснушки, но не веснушки, это просто, можно сказать, пигментация от солнца. Вот, в общем, я сейчас покрою это, мне кажется, консилером, но, в общем, мне кажется, если вам нравится более такой натуральный, естественный вид, мне кажется, тоналка хорошо. Здесь говорится, что оно матовое покрытие, оно идеально для жирной кожи и комбинированной кожи. А еще хочу добавить, если вы пробовали когда-нибудь Tarte Amazonian Clay тональную основу, она очень-очень похожа чем-то, но в то же время она больше такая, не чувствуется на коже, очень легкая на коже. Так что вот, мой цвет называется мой Medium Yellow 320. Вот. Теперь я буду носить консилер. Для консилера у меня есть Tarte. Наношу немножечко под глазами, чтобы осветлить. И растушевываю спонжем. Хочу нанести на веки сразу же, чтобы потом можно использовать тени. Так, как видите, консилер все поправил. Мне кажется, уже сейчас смотрите более плотным покрытием. Поэтому это хорошо, когда тональная основа среднего покрытия и потом консилер, что вместе совмещалось. А то если будет наносить полное покрытие тональную основу, потом еще консилер, короче, будет шпаклевка, которую я раньше, в принципе, любила, но сейчас я уже перестала любить. В общем, вот так. Теперь будем все финишировать пудрой. Пудра у меня Laura Mercier Translucent Powder. Буду использовать этот паф, чтобы все хорошенько финишировать. Наношу это толкающими такими движениями, чтобы хорошенько зафинишировать нашу тональную основу.
Итак, с этим все. Теперь будем использовать новую палеточку. Это у меня Princess Avenue от Tarte. Тут идет, получается, это как контурная палеточка, но в то же время там есть бронзер, хайлайтер, но не такой хайлайтер, который блестит, да, именно просто хайлайтер такими осветляющий, который можно носить под глазами. Так что я буду носить его под глазами, если я найду кисточку мою, где она. Наношу цвет Enhance под глазами немножечко. Дальше буду наносить цвет Princess Cut как контуринг. Наношу контуринг на верхней части скул, хорошенько растушевывая к вискам. Так как мое лицо более как сердечко, мне нужно сделать более овальным, так что будем растушевывать ближе к лбу, чтобы создать такое овальное лицо. И контурируем, конечно, нос. Сегодня контуринг получился очень таким немножечко резким, но не беспокойтесь, растушуем, сделаем румяночку, хайлайтер, и будет все хорошо. Для румяна использую Tarte Party. Мне кажется, это единственный румяна, который мне в последнее время нравится. Вот такого вот цвета. Наношу на яблочко моих щечек и растушевываю к вискам. Так, для хайлайтера будем использовать мою новую любимицу. Это у меня Milk Makeup Highlighter Stick. Цвет называется Lit. Он такой безумно красивый хайлайтер, что хорошо даже сверху пудры наносится очень красиво. Так что я сегодня попробую нанести пальцем вначале. Наношу пальцем на верхней части скул. Мне кажется, можно наносить еще спонжем. Попробую спонжем тоже. Такой естественный красивый глоу. Она делает так, что кожа как будто бы увлажненная. Не такая прям хайлайтер, где кричит хайлайтер, но в то же время делает лицо более таким увлажненным и свежим. Теперь идут брови. Брови я сделаю быстренько, дайте мне секундочку, я вернусь. Так, с бровями уже все. Теперь долгожданный момент, когда будем использовать новый палеточек от Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Перед этой палеточкой, я помню, вышло 2 разных палеточек, которые я не стала покупать, потому что когда к нам в магазин пришло, мы стали использовать на людях. Мне вообще не понравился Subculture. Subculture какой-то был вообще другого качества. Какого-то, вот не знаю, вот слишком как мел. Вот вообще не растушевывается на глазах, вообще не то. И потом вышел еще Prism Palette. Но Prism Palette я не стала покупать, потому что цвета уже все были у меня уже на других палеточках. Такое чувство было, что половина, даже больше половины палеточки у меня уже есть, так что не стала покупать. А вот это я купила чисто из того, что я знаю, что я буду использовать. Я буду использовать для невесты, если я буду делать макияж как бы для свадеб и всякое такое. И я думаю, что он подойдет к таким цветам. Так что давайте попробуем. Первый цвет, который мы будем использовать, это Tempera. Это такой цвет, который будем использовать на все веко как базу. Таким образом осветляем все веко, чтобы все было растушевано и красиво потом. Следующий цвет буду использовать цвет Burnt Orange. И буду наносить его на внешний угол и немножечко на подвижное веко. Следующий цвет будем наносить Rustic. Будем наносить его на внешний угол и хорошенько растушевываю и затемняю там. Так, дальше буду наносить цвет Mulberry. Это такой красивый, такой бордовый цвет. Буду наносить его как подводочку на внешний угол. Так, теперь мне нужно осветлить консилером внутренний угол немножечко, потом уже можно наносить следующий цвет. Где у меня консилер, такой кисточкой для консилера я буду наносить внутренний угол. Так, примерно так. Теперь самый главный цвет, который я хочу использовать, это будет, наверное, Rose Pink, а потом сверху буду наносить Sultry. Буду наносить вначале Rose Pink, наносить пальцем. И теперь буду наносить цвет Sultry посередине. Там есть много блесток. А во внутренний угол буду наносить цвет Fairy. Красивый такой ярко-золотистый цвет. Вау, ребят, я просто влюблена в этот вообще
в эту палеточку. Красивые тени, просто нереально очень красивые тени. Мне кажется, вот эта комбинация, что она такая цвета шампанского, можно сказать, если шампанский цвет, и немножечко вот этого розовинки, вот вместе, мне кажется, просто смотрится очень-очень красиво. О май гад, я просто влюблена. Так, я хочу нанести, конечно же, под глазами карандаш, иначе никак с моими глазами. Для этого буду использовать Marc Jacobs. Так, я нанесла мои ресницы, это у меня Wispies от Ardell, просто называется Wispies, и я не нанесла ничего, кроме ресниц, решила сделать более таким, короче, в общем, без подводки. Сегодня без подводки обойдемся. Вот, теперь остался у меня карандаш для губ, у меня Lancome, вот столько осталось, мой маленький, но купим скоро новый. Подчеркиваем губы, каждый угол и увеличиваем губы. Теперь мы будем использовать палеточку от Anastasia Beverly Hills. Палеточка со всеми матовыми цветами. Это хорошо для визажиста иметь с собой. Много цветов имеется внутри. Воу! Okay. Тут идет... тут все цвета, и вот эти первые цвета, это чтобы размешивать их и цвет менять, или можно создать какой-нибудь цвет. Так, идет она с такой кисточкой, так что я буду использовать... Так, она идет уже с кисточкой и лопаточкой. Лопаточкой, чтобы, знаете, брать и мешать, и создавать новый цвет. Так что я буду сегодня использовать только один цвет. Я, наверное, буду использовать... Ну-ка, посмотрим, какой идет с моими глазами. Мне такое чувство, что вот это пойдет мне хорошо. Давайте попробуем вот это. Ну что ж, ребята, отзыв. Отзыв какой? Я просто влюблена в эту палеточку. Ребята, мне кажется, даже если вы не краситесь, даже если вы краситесь, если даже вы профессиональный, не профессиональный визажист, вы должны иметь эти все цвета, потому что они очень красивые. Мне кажется, все девочки могут это носить. Можно сделать таким очень темным, dramatic makeup. Можно сделать темным-темным. В то же время сделать можно очень soft, очень такой романтичный макияж, можно сделать на каждый день. Мне кажется, вообще все цвета очень-очень красивые. Так что я думаю, что вы должны иметь эту палеточку. Так, тональная основа от Marc Jacobs. Так как она не дала мне достаточного покрытия, где нужно мне покрыть, да, можно сказать, там где веснушки, она мне не особо понравилась, но мне понравилось, так как я уже поносила 2 дня назад, мне понравилось то, что она действительно, как там говорится, 24 часа. Ну, я не сидела 24 часа с этой тоналкой, но он действительно держался весь день. Обычно бывает, что нанесу, например, тоналку Laura Mercier, да, через 4 часа она уже вот прям сидит на коже, что вот уберешь, вот пальцем потрогаешь, она вот все уже уйдет. А с Marc Jacobs она действительно, несмотря на то, что она среднее покрытие, держится очень хорошо. Вот это вот плюс мне очень понравился в Marc Jacobs. Так что, если вы не любите не особо плотного покрытия, но в то же время у вас жирная комбинированная кожа, мне кажется, вам понравится Marc Jacobs Shameless Foundation. Так что это точно советую. А для тех, кто хочет плотное покрытие, я не думаю, вам понравится. Хотя, если вы, как вы, консилер постоянно носите, возможно, можно как-то совместить. Так, насчет этой палеточки, контурной палеточки Tarte Prince Avenue, стоит денег. Очень-очень хорошего качества, очень, как говорится, пигментная, как говорится, one swipe, один раз проведешь с кисточкой, уже все, не надо еще больше наносить, как говорится, меньше времени займет, второе, и мне кажется, там меньше химикатов, хорошо для кожи, так что если вы быстренько, как бы, если ваша кожа чувствительная, вам понравится. Вот, что еще нового я сегодня использовала? Много чего нового использовала сегодня. Хайлайтер Lit называется, от Milk. Ребята, вот этот мой хайлайтер мне нравится тем, что она вот смотрится вот свежая, знаете, вот как будто бы не такая пудренная. Если у вас, например, после пудры кожа смотрится очень пудренной, да, прям сухая, прям, вот это вот спасет вас. Сверху нанесите спонжем, либо же пальцем немножечко, она просто вас спасет. Вот это я купила, потому что мне понравилось уже, когда моя подруга Алана показала на мне. Она говорит: Джама, ты попробовала вот это, есть классное, попробуй, ты точно купишь. Я такая:
ну ладно, покажи. Короче, Алана на мне нанесла. В тот момент моя кожа такая сухая была, что она нанесла вот это на моей коже. Я такая думаю, Алана, you just blew my mind. Короче, она просто шокнула меня этим хайлайтером. Я вообще не любитель, как бы, стик хайлайтеров, хорошо? Я люблю обычно просто пудру, хайлайтер и все. Я обычно не особо люблю такие. Но вот этот хайлайтер очень другой, вот, очень особенный. Так что там идет масло манго, масло еще чего-то. Может, из-за этого все смотрится таким увлажненной, как бы, не знаю, какой-то сияющий. В общем, если вы меня поняли. В общем, советую. Она стоит $24, она того стоит, она реально классная. Советую. Палеточка от Анастасии Беверли Хиллз. Я бы не стала покупать, если бы я не продумала об этом 100 раз. В общем, я купила, потому что, во-первых, это была на сейле. Была распродажа, купила из-за того, что распродажа. Второе, купила из-за того, что мне нужно для своей работы, когда буду красить людей за пределами Sephora. Иногда делаю свадебный макияж, получается. И это мне нужно. И, во-первых, идет там лопаточка, тут такие цвета. Мне кажется, она очень... Ой, что тут вообще? Мне кажется, это очень нужная вещь для всех визажистов. Даже если вы не визажист, мне кажется, хорошо, потому что там есть не такие crazy цвета. Это вообще-то очень даже wearable. То есть wearable вы можете носить на каждый день. Там есть много нюдовых цветов, много таких, как бы, ежедневных цветов, которые вы можете использовать. И в то же время есть такие яркие цвета, маленькие. Они, ну, не такие оранжевые, конечно, чтобы наносить иногда для важного дня, можно сказать. В общем, советую тоже всем. Она того стоит, очень хорошего качества. Вот на губах у меня нанесла, она такой степени пигментная, что я знаю, что она будет долго держаться. Я знаю, если она очень слишком яркая, как блеск для губ, я знаю, я его съем. А вот это из-за того, что оно матовое, я вот чувствую, что оно будет долго держаться. Ой! Оказывается, вообще не переводится на кожу. Смотрите. Ничего. Классно, да? О, я не знала. Так что, ребята, она non-transferable. То есть не передается, например, если с кем-то здороваетесь, как дела, не будет передаваться. В общем, советую, ребята. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравился мой ревью, отзыв, туториал, можно сказать, на все вот эти новиночки, которые, по крайней мере, это новиночки у меня, окей? Новиночка у меня, возможно, это, например, вот это не такая уж новенькая, просто она у меня новая. Но я решила сделать, как бы, пользуясь моментом, сделать ревью и отзыв. Так что, ребята, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписались. Поставьте лайк, оставьте комментарий, как вы думаете насчет моего видео. Увидимся мы с вами на следующем видео. Пока-пока!